До празднования же Дня Победы осталось всего несколько дней. Сейчас во всех городах и районах ведут подготовку. Приводят в порядок площади, организуют разные акции, встречи. А что проходит в эти дни в Алдане, расскажет Татьяна Вахнина. Почему бывает война и трудной ли оказалась победа? Столь недетские вопросы воспитателям задают дошколята, разучивая стихи и песни военных лет. Выставки, концерты и акции памяти в преддверии Дня Победы проходят всюду. К обелиску дети возлагают красные гвоздики. Теме войны и победы посвящены занятия и классные часы. Гражданско-патриотическое воспитание в детских садах и школах ведется планомерно. Воспитатели много читают детям художественной литературы, беседуют, рассказывают, смотрят видеоматериалы имеющиеся, обсуждают фильмы, передачи увиденные, касающиеся Великой Отечественной войны и победы в ней. В школе с углубленным изучением отдельных предметов в преддверии 9 мая пройдет 10-й конкурс чтецов «Строка, опаленная пеплом». Строки поэзии и прозы, сплетаясь, источают горький дым пороха и слезы невыплаканного горя. Традиционно победители определяются во множестве номинаций. Впрочем, конкурс преследует иную цель. Через образы, описание и изложение событий ребята познают глубину трагедии войны и величие подвига народа-победителя. Дети проникаются темой войны, дети начинают понимать, как было тяжело, как было страшно в те военные годы. Для ветеранов войны, тыла и труда День Победы – праздник самый важный. Военное и послевоенное время – это часть их детства, юности и молодости, возложенных на алтарь мира и благополучия. Порой, всматриваясь в прошлое сквозь призму десятилетий, представители поколения победителей и сами с трудом представляют, где они черпали силы, чтобы выстоять. Война есть война. Как же это? Работали. Вот еще наша была обязанность, чтобы работать, быть внимательным, там на производстве где-то что-то. В преддверии Дня Победы ветераны бережно достают ордена и медали. Их награды поистине бесценны. В отблесках металла сияет огонек памяти о кровопролитных боях и совершенных подвигах во имя жизни. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.